Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Замалетдинов Радиф Рифкатович. Радиф Рифкатович, Радиф Рифкатович, ну вот прошло ровно 10 лет, да, с того момента, как в КФУ были огромные преобразования, в том числе и с момента создания вашего института. Но, как известно, вот у гуманитарной, исторической, филологической науки в университете очень давняя история, очень многовековые традиции, да. Вот как прошли эти новые, так скажем, в истории КГУ, КФУ эти 10 лет? Действительно, ровно 10 лет назад мы сделали первые шаги в новом укрупненном формате, созданный в 2010 году на базе филологических и искусствоведческих факультетов. Институт филологии и межкультурной коммуникации за эти годы достиг определенных успехов, результатов. В настоящее время Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета – это одно из самых крупных, ведущих и достаточно динамично развивающихся подразделений Казанского федерального университета. В структуре нашего института функционирует 3 высшие школы. Это Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, Высшая школа национальной культуры и образования имени Абдуллы Тукая и Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Модуэна де Куртена. У нас в настоящее время обучается более 4500 студентов, в том числе где-то около 1/3 составляют студенты-иностранцы. Как раз вот в части набора иностранцев мы за последние годы достигли очень хороших результатов. Мы сегодня реализовываем на базе нашего института и наших высших школ порядка 150 образовательных программ. В том числе есть программы, которые мы сегодня ведем совместно с нашими зарубежными партнерами и коллегами. И ряд программ имеют международную аккредитацию. В настоящее время на базе нашего института функционирует 3 научно-исследовательские лаборатории. Это научно-исследовательская лаборатория «Квантитативная лингвистика», клиническая лингвистика и интеллектуальные технологии управления текстами. А также довольно-таки успешно мы работаем в области исследования проблем би- и полилингвального образования. Кстати, вот насчет полилингвального образования. У нас вот в Татарстане в скором времени заработает уже 6 полилингвальных комплексов, 2 из них уже открылись в Казани и в Елабуге. Я знаю, что ваш институт именно является базовым, да, учебным заведением для подготовки специалистов, которые будут работать именно в би- и полилингвальной среде. Ну, скажите, насколько все-таки сложен сам процесс подготовки таких специалистов и как вот началась эта работа? В этом направлении нашим университетом, нашим институтом накоплен довольно-таки серьезный опыт. По заказу Республики Татарстан в 2018 году мы осуществили первый прием на программы, которые ориентированы на подготовку педагогов для работы в билингвальных образовательных организациях. В 2018, 2019 и 2020 году мы набрали на эти программы порядка 300 человек, а в 2020 году по заказу также правительства нашей республики мы уже осуществили прием на программы подготовки специалистов для работы уже в полилингвальных образовательных организациях нашей республики. Сколько человек? В настоящее время на вот этих программах, на 1-м, 2-м, 3-м курсах обучается около 400 человек. Из них, я еще раз хочу выделить, порядка 300 сегодня осваивают программы будущих билингвальных учителей. Это значит учителя? Учителя, допустим, математики и информатики, учителя истории и обществознания, учителя начальной школы, которые после завершения учебы будут работать в образовательных организациях республики на 2 языках, на русском и татарском.
Те студенты, которых мы приняли в 2020 году, их порядка 100 человек, они уже обучаются по программам полилингвального образования, то есть по завершению учебы они будут преподавать дисциплины школьные на нескольких языках. Прежде всего, конечно, мы ориентируем, чтобы наши будущие учителя смогли вести образовательную и свою профессиональную деятельность на русском языке, на татарском языке и на английском языке. Радик Рифкатович, ну смотрите, какие готовятся многопрофильные специалисты. Это же их конкурентное преимущество получается, да? Безусловно, это конкурентные преимущества будущих наших специалистов. Я хотел бы еще подчеркнуть о том, что это уникальный проект. В отечественном педагогическом образовании еще такого опыта нет. Уникальность нашего проекта в чем заключается? Во-первых, в подготовке специалистов для работы в полилингвальных образовательных организациях республики участвует, можно сказать, весь коллектив нашего Казанского федерального университета. Возьмем, к примеру, подготовку специалистов в области математики. То есть мы готовим учителей математики для работы в полилингвальных образовательных организациях. Для преподавания специальных дисциплин мы приглашаем ученых, педагогов из Института математики нашего Казанского федерального университета. Для подготовки специалистов в области истории мы приглашаем ученых, специалистов из Института международных отношений. И специальные есть дисциплины, которые как раз ориентируют, готовят наших будущих учителей вести профессиональную педагогическую деятельность. Их ведут ученые, специалисты из Института психологии и образования. Это же говорит о том, что студенты владеют не только какими-то базовыми знаниями, которыми должны владеть учителя, но они даже могут быть учеными впоследствии, да? Конечно, конечно. Более того, мы используем ресурсы наших собственных лицеев. Вы знаете, в составе Казанского федерального университета сегодня функционирует 2 лицея в Казани, и в городе Елабуге также имеется наша базовая школа. Это для практики уже, да? Это для практики, это для того, чтобы ребята вполне комфортно себя чувствовали уже со школьниками. Мы также используем ресурсы татарской гимназии имени Шигабуддина Марджани, и в настоящее время ведем переговоры с Айдаром Ильдаровичем Шамсуддиновым, директором комплекса полилингвального в городе Казани, в части прохождения нашими студентами практики на базе комплекса Адамнар. В настоящее время в мире довольно-таки широко распространена методика КЛИЛ, что предполагает преподавание предметов на неродном языке, параллельно при этом обучающиеся усваивают и предмет, и формируют языковые компетенции. Да, мы пошли еще дальше, мы уделяем довольно-таки серьезное внимание вопросам изучения, освоения своего родного языка. Наши будущие специалисты, они на первом-втором курсах довольно-таки активно, усиленно изучают языки, изучают и русский язык, и татарский язык, и английский язык. Параллельно они потихоньку уже вникают в свою будущую профессиональную сферу, то есть осваивают еще и предмет. Радик Рифкатович, но все-таки насколько вот эти учителя, они в будущем будут востребованы? Ведь мы, наверное, не ограничимся только 6 комплексами, так ведь? Может быть, и в каждом районе появятся такие школы. Как вы считаете? Я более чем уверен в том, что за как раз вот этими учителями будущее. В первую очередь, конечно, мы нацеливаем наших выпускников, наших ребят на работу в системе образования. Да, сегодня То есть у них есть понимание того, что они должны все-таки пойти в школу? У них есть понимание, и они осознают эту ответственность, тем более
Программа построена таким образом: до поступления, до зачисления в Казанский федеральный университет с родителями и с нашими студентами заключается соответствующий контракт, согласно которому после завершения учебы ребята в течение 5 лет будут работать в системе образования нашей республики. Но и взамен они получают, я бы сказал, немало. Во-первых, за обучение полностью оплачивает республика. Более того, студенты, которые успешно учатся на этих программах, они получают стипендии в размере 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей ежемесячно. Конечно, в первом семестре получают все студенты эту стипендию, а начиная уже со второго семестра стипендии назначаются с учетом сданной сессии. Если сессия сдана на оценки «хорошо» и «отлично», то студенты получают стипендию и успешно продолжают свое обучение. Радик Рифкатович, ну я, насколько знаю, вы даже и чиновников теперь пытаетесь научить говорить по-татарски, да? Немного расскажите вот о тех курсах, которые были сформированы и которые были запущены именно на базе вашего института. Действительно, начиная с 2020 года на базе нашего института реализовываются программы по татарскому, по русскому языку для государственных служащих. По заказу аппарата президента нашей республики в ноябре-декабре 2020 года на этих курсах обучались руководители высшего звена нашей республики, это в основном министры, руководители комитетов, ведомств нашей республики. Программы были подготовлены специально для данной категории слушателей. 2 программы были разработаны. Это для тех, кто не владеет или не в совершенстве владеет татарским языком, и для тех, кто довольно-таки активно использует в своей служебной деятельности татарский язык. У нас имеется на сегодняшний день такая договоренность с аппаратом президента нашей республики с учетом как раз пожеланий наших слушателей о продолжении данных курсов. Пока по предварительным нашим расчетам в течение всего 2021 года мы продолжим работу с нашими руководителями и с теми, кто на начальном этапе, и с теми, кто сегодня довольно-таки хорошо владеет татарским языком. Угу. Ну, мы надеемся, что скоро мы как раз и услышим эту и билингвальную, и полингвальную речь, да, на публичных выступлениях. То, что касается все-таки будущих специалистов, вот как раз и по би- и полиотраслям, да. Скажите, пожалуйста, вот 400 человек, вот достаточно ли этого количества? Вот в скором времени вы вот выпустите этих ребят, 400 человек на всю республику. Как вы считаете? Вы знаете, система подготовки педагогических кадров в настоящее время организована таким образом. Есть у нас Министерство образования и науки Республики Татарстан. Они постоянно мониторят, ведут учет и готовят уже сведения, предложения по потребности в педагогических кадрах. То есть такие данные статистики, да? Конечно. Сколько нужно, сколько необходимо? Конечно, эти данные есть. На сегодняшний день, по нашим данным, для работы в образовательных организациях с татарским языком обучения требуется около 300 педагогов. Для работы в образовательных организациях с иностранным языком обучения требуется около 200 специалистов. И те кадры, которые сегодня уже готовятся на нашей базе, они в скором будущем помогут решить данную проблему. Конечно, наряду с подготовкой специалистов уже по программам бакалавриата параллельно готовятся предложения в части повышения квалификации и при подготовке сегодня уже ныне работающих педагогов. В этом направлении также ведутся соответствующие переговоры, и при необходимости мы готовы подключиться к данной работе. А количество бюджетных мест достаточно или нет?
именно для этого направления? Но в настоящее время, как я уже отметил, в течение 3 лет нам удалось набрать порядка 400 студентов для обучения по этим программам. На 2021 год также мы уже получили соответствующий заказ. 125 студентов мы примем на очную форму обучения, и 25 студентов будут обучаться на программах заочной формы обучения. Условия остаются те же, то есть ребята должны успешно сдать соответствующие единый госэкзамен по предметам русский язык в основном, обществознание и уже по профилю. А вот татарский язык как-то проверяется или нет? В форме тестов, может быть? По татарскому и иностранным языкам мы проводим собеседование, тестирование, и потом уже при зачислении мы знаем, кого, в какую группу, какую подгруппу зачислять и с кем мы начнем работать по той или иной программе. А насколько все-таки в районах владеет этой информацией о том, что есть прекрасный такой институт, прекрасный такой факультет, о том, что у ребят будет повышенная стипендия? Как это все-таки все распространяется? Конечно, хотелось бы, чтобы в районах директора образовательных организаций, руководители отделов образования, управления образования и, конечно, главы администрации, чтобы они довольно-таки серьезно относились к этому проекту. К сожалению, в первые годы запуска данного проекта были определенные сложности с набором качественного контингента. А ведь, если так задуматься, это будущее как раз муниципальных образований тех или иных территорий. И мне кажется, нужно очень правильно воспользоваться главам администрации и руководителям образовательных организаций на местах. Сегодня есть уникальная возможность тренд, современный тренд, можно сказать. Направить соответствующего выпускника, и потом через несколько лет они получат подготовленного, конкурентоспособного молодого специалиста. Вы же согласны, народ, который не вкладывается в образование, не имеет своего будущего, да? Однозначно. Радик Рифкатович, мне известно, что у вас в институте уже не первый год работают и курсы по изучению родного языка. По вашим ощущениям, насколько они все-таки были необходимы? Действительно, на базе нашего института, уже начиная с 2011 года, проводятся курсы и русского, и татарского языка. Но особым спросом сегодня пользуются курсы татарского языка. Данный проект, он очень востребован. На курсы татарского языка приходят дети от 7 лет, и пенсионеры до 70, до 80 лет тоже были такие примеры у нас. В этом году мы данный проект реализовываем чуть в ином формате. Благодаря поддержке комиссии при президенте Республики Татарстан по сохранению и развитию татарского языка, если данные курсы предыдущие годы проходили в Казани на базе нашего института, на базе Казанского федерального университета в Казани. В этом году данные курсы будут проходить в том числе в Елабуге и в Набережных Челнах. Курсы будут проходить на базе филиалов соответствующих Елабуге и Челнах нашего Казанского федерального университета. Что касается расширения временных рамок, мы в этом году будем проводить курсы 2 раза в год. То есть запускаем первый этап, первый поток в конце февраля, и они будут продолжаться до конца мая. И второй поток курсов будет организован осенью, с сентября по декабрь 2021 года. Мы, пользуясь случаем, хотим обратиться к населению и
приглашаем всех желающих изучать татарский язык на наши курсы. Ну, вот, Радик Рифкатович, вот я слушаю вас, да, получается так, что все условия для изучения родного языка, они, в принципе, есть. Тот, кто хочет изучить, тот будет искать возможности, да, как говорится, а тот, кто не хочет, будет искать причины. А вот то, что касается татароязычной журналистики, насколько мне известно, вы тоже начали, да, подготовку специалистов, и почему все-таки возникла эта потребность? Да, мы в 2020 году запустили новую программу. Программа называется «Филология, татарский язык, литература и журналистика». Я прежде всего хочу поблагодарить наших партнеров. Это руководители и сотрудники информационного агентства «Татаринформ» и акционерного общества «Татмедиа». Мы вместе разработали программу, разработали учебный план, разработали график образовательного процесса и с 1 сентября совместно начали образовательный процесс. Данные ребята в совершенстве будут владеть, знать татарский язык и татарскую литературу. Более того, они, я более чем уверен в этом, станут высококлассными журналистами. Что касается вот методики преподавания татарского языка, дело в том, что очень много нареканий, да, к этой методике, очень много вопросов. Все сейчас хотят коммуникативные методы, побольше общаться, побольше говорить. Как вы считаете, насколько все-таки все эти претензии обоснованы и как вы работаете в этом направлении? Совершенствуете ли вы методику? Ведь вы как раз и есть родоначальники того, чтобы вот сегодня в школах. Это тоже вопрос из серии непростых. Сегодня преподавание татарского языка ведется в двух направлениях. Мы преподаем татарский язык как родной и татарский язык как неродной или как государственный в нашей республике. Что касается преподавания татарского языка как родного, сегодня практически никаких нареканий и вопросов нет. Да, есть вопросы в части организации преподавания татарского языка как неродного. Здесь тоже мы должны понимать, начиная с 1992 года, то есть со дня принятия закона о языках народов Республики Татарстан, прошло довольно-таки много времени и удалось решить довольно-таки большое количество проблем. И когда критикуют нашу систему образования, нашу методику преподавания татарского языка, зачастую забывают о том, что еще в 1995 году в первых программах ставилась задача научить говорить русскоязычных детей. И у нас накоплен довольно-таки хороший опыт и имеется положительный результат. Есть еще одна проблема, к сожалению, до последнего времени она оставалась нерешенной. Это отсутствие системы оценки знаний, умений и навыков по татарскому языку. Особенно это касается тех, кто изучает татарский язык как неродной. Были такие случаи, когда одна экспертная группа изучала знания, умения, навыки обучающихся и оценила их знания на хорошо и отлично. На следующий день приезжала другая экспертная группа и оценивала на неудовлетворительно и удовлетворительно. Субъективное мнение. Это говорит о том, что у нас не было проработанной хорошей системы оценки сам механизм, да, знаний, оценки. умений и навыков. В настоящее время учеными, методистами нашего Казанского федерального университета разработан соответствующий проект, соответствующая система оценки знаний, умений, навыков. Мы сделали это, опираясь на мировой опыт. Сегодня ведутся соответствующие экспериментальные исследования. И более того, по заказу как раз вот полилингвального образовательного комплекса в Казани
Сегодня группа ученых, методистов нашего института занимается разработкой учебно-методического комплекса по татарскому языку для начальной школы. Если в дальнейшем будет финансироваться данный проект, в ближайшие несколько лет будет создана линейка учебников по татарскому языку. Это будет современный учебно-методический комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Вся методика построена на коммуникативной основе. Спасибо вам большое, Радиф Рифкатович. Желаю вам, чтобы все ваши проекты оказались успешными и были востребованными в наших современных школах. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостем нашей программы был директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Замалетдинов Радиф Рифкатович. Бигзур Ахмед сизге, сау болыңыз. Спасибо, всего доброго, сау болыңыз.